Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли. И спасибо за встречу именно в этом здании, потому что, правда, я здесь впервые со школьных, наверное, лет, потому что в последних классах школы, это были 91-92, наверное, годы, вот здесь, в подвале этого здания, была типография, насколько я понимаю, и там печатали, издавали газету юношескую, школьную, которая называлась «Резонанс». И я в какое-то время даже была главным редактором этой газеты, потом просто автором, одним из журналистов. Это был такой у нас эксперимент школьный. Мы издавали свою газету. Мы печатали здесь, именно отсюда, из этого подвала. Нам выносили вот эти вот стопочки газет, мы их брали, все счастливые шли домой. А ждали мы все это на сковородке, так что мы тогда уже здесь сидели под Ульяновым, еще в школьном годы. Так что спасибо, что позвали сюда. Мне очень приятно быть здесь. Я очень рассчитываю на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста. Мне очень приятно быть в диалоге, чем в монологе. Ну, это очень серьезный вопрос. И таким самым первым прямо мне сложно отвечать. Ну, на самом деле, конечно, я не буду скрывать. Мне бы хотелось написать третью историю. Две истории написаны. И те истории, за которые мне пока что не стыдно. Не история о Зулейхе, не история о Якове Ивановиче Бахе, поволжском немце. Хотела бы написать третью историю, о чем она будет, пока не буду рассказывать, потому что это не имеет смысла, истории пока нет. Если она сложится, я буду счастлива, а нет, ну значит нет. И мне всегда эти вот первые страницы даются очень сложно. Говорю всегда, у меня всего две книжки на самом деле, но есть еще пару рассказов, конечно, но я сейчас говорю о больших текстах, о серьезных текстах. Но не всегда, потому что оба моих романа, они имели много начал. И я действительно несколько раз пыталась входить в первый роман, и 6 раз пыталась входить во второй роман. То есть я начинала романное действие с разных временных точек, с разными героями, и смотрела, что из этого получается. Позже видела, что не получается, и перестраивала историю, и перекраивала ее, ну и так дальше. То есть действительно, вот эти вот первые страницы, они у автора, ну как мне кажется, как от себя говорю, но, наверное, это правило для многих авторов работает, они отнимают, ну, конечно, не половину всей энергии, но они отнимают огромное количество энергии и времени. И если эта энергия, это время, эти силы, эти мысли вложены в страницы, ты это чувствуешь, даже если динамики нет. А если не вложены, то динамикой, да не так, на динамике долго не проедешь. Вот. Поэтому здесь к динамике я отношусь аккуратно, а вот к таким словам, как выражение, как течение мысли, или некий заложенный конфликт, или зерно сюжета, вот я к этому отношусь серьезно и правда вот уделяю этому внимание. Правило Саджали – это то, что с детства нам вкладывали, и то, что мы знаем с детства. И даже мы читали их на татарском языке, потому что сейчас уже я достаточно давно отделилась и от семьи, получается, и переехала в Москву в 99 году, и потихонечку, конечно, отделилась уже и от Казани. Не то чтобы я отделилась окончательно, я переехала в другой город, не уехала окончательно, нет, здесь часто, но тем не менее это уже год, когда я приезжаю к родителям. Ну и, конечно, умерли бабушки, дедушки, с кем я говорила на татарском языке, поэтому татарским я теперь владею гораздо хуже, чем в детстве, а в детстве вот до 3 лет только по-татарски говорила и очень так, с хорошим очень произношением, которым мои бабушки хвастались. Вот, поэтому то, что было вложено в школе, вот я до сих пор с благодарностью вспоминаю, и те же самые там обидские тетради, которые мы читали, я вот недавно даже перечитала некоторые из этого, и это, наверное, то, из чего и растет, мне кажется, вот такая любовь к родному. И мне кажется, что татарская часть – это часть меня, и большей частью это, наверное, было почерпнуто все же из жизни в доме бабушек и дедушек. И вот те претензии, которые возникали к роману о Зулейхе, я не знаю, я читала, видела эти списки. Ну, вы знаете, я могла бы, наверное, себе позволить в эту дискуссию вступить и рассказать по пунктам, чем неправы те, кто эти претензии высказывает, но этого делать не стало принципиально. Мы каждый из этих пунктов разобрали очень тщательно с Флёрой Тархановой, которую вы наверняка хорошо знали, она, к сожалению, покинула нас, но вот, да. И мы даже составили какие-то аргументы, которые можно было бы выдвинуть, но мне показалось, что этого не нужно делать. Я рассказала, описала татарский язык так, как я его видела, так, как я его знала. И мне не
могут быть разные толкования того, что там есть, но это толкование. Что касается фактов, то я здесь, вот, стоя здесь перед вами, говорю еще раз, я не думаю, мне не кажется, что там есть ошибки. И больше того, мне очень было волнительно за тот фильм, который снимался. Просто потому, что в книге ты описываешь несколько деталей дома, ты не показываешь дом, как ты показываешь его на экране. А если вдруг на показанном на экране будет какая-то небольшая ошибка, то будет сразу видно. Поэтому я, конечно, очень рекомендовала съемочной группе пригласить специалистов по татарскому быту, для того, чтобы ни в коем случае никаких вот таких вот досадных мелочей не прокралось в фильм. Такие специалисты были приглашены, их было даже больше 2 человек, вот я сейчас точно не знаю, 3, наверное, их было специалисты. Я с ними не общалась, но я знаю точно, что фильм консультировали очень серьезно. Ну вот, например, такая деталь, я когда отсматривала рабочий материал фильма, я вдруг увидела стол в доме Зулейхи и Муртазы. Я говорю, как? Почему стол? Не должно быть стола в 30-м году в деревенском доме. А оказалось, что за этим самым столом стоит очень большая дискуссия, которая была у этих специалистов, и специалисты коллегиально принимали решение, имеет право стол стоять в татарской избе в 1930 году или не имеет. И те, кто считал, что имеет, доказали, те самые специалисты по татарскому быту, научные сотрудники, что в 30-е годы в состоятельных домах уже стояли эти вот элементы социалистического быта, столы, как мы их знаем. Поэтому стол встал и стоит там с полным правом. Ну и так дальше. То есть за теми деталями в фильме, которые может показаться непродуманными, за ними стоит очень большая работа и тщательное обсуждение. Те же самые ворота, вот мне рассказывали, двустворчатые или одностворчатые, а с какой стороны они открываются, ну и так дальше. То есть очень тщательно подходила группа к вот этому материалу этнографическому. Я надеюсь, что ляпов там, нет или их достаточно мало. В любом случае, мы постарались, чтобы этого не было. Ну, по крайней мере, я не то чтобы старалась, я вот очень болела за то, чтобы этого не случилось. Какие ваши были ощущения, когда вы читали, в том числе и негативные какие-то отзывы, связанные с вашим произведением? Негатива было очень много, я, собственно, этого не скрываю, не то чтобы я специально о нем рассказываю, но такой вопрос постоянно возникает даже на московских встречах, потому что как-то вот такие волны эти доходят также и до Москвы. Ну, здесь я могу сказать, что, конечно, я отношусь к этому эмоционально. Конечно, не могу сказать, что это меня как-то вот сильно радует, не могу сказать, что это ввергает меня в какой-то кураж необыкновенный, нет. Но, тем не менее, я спокойна достаточно, и я понимаю умом, что это подхлестывает интерес к книге. Я этому рада, и я признательна тем, кто высказывается, и даже вот комментарии есть там, вот, очень нравится некоторым нашим коллегам из Москвы читать комментарии в «Бизнес онлайн», когда появляется, материал появляется из Улихи, и вот «Бизнес онлайн» он отличается тем, что комментарии там особо доброжелательные, я бы сказала. Очень радует московских коллег, потому что они, вот они впадают в кураж настоящий, все это читая, значит, и как-то пытаясь осмыслить. Вот. Но если серьезно, то здесь я рада, что благодаря этой книге у меня появляется возможность рассказывать о татарах и рассказывать о Казани за рубежом. Потому что до сих пор на встречах за рубежом возникает вопрос: Казань? Это, наверное, Казахстан? Нет, никаким образом. Ну, начинаешь рассказывать, и выясняется, что да, оказывается, слышали про этот город, и есть возможность как-то порекламировать его. Я рекламирую с большой радостью, просто потому что, правда, я счастлива тому, что происходит в городе, и город очень красивый, что говорить. Я с радостью рассказываю. И рассказываю о татарах, потому что слово «татары» для многих за рубежом, особенно в Европе, в Западной Европе, оно ассоциируется, связано просто плотно с Великой Тартарией, которая там, значит, на средневековых картах занимала огромную территорию, но чуть ли не от Каспийского моря до Тихого океана. Этот, собственно, и термин «Тартария», «Великая Тартария» был же введен западноевропейскими картографами. Это была середина, я сейчас не помню, наверное, 13 века, то есть очень давние века, когда вот эту вот огромную территорию от Европы и дальше куда-то к Тихому океану обозвали, очень пугаясь этого слова, Тартарией, потому что, собственно, тартары это вот глубинные слои ада, да, откуда могли напасть какие-нибудь кочевники. Всех называли тартарами, от, не знаю, войск Тамерлана и до войск Чингисхана, или наоборот, неважно. И
немножко опасения к этому слову «тартары», кто это тартары. Я рассказывала об этом, что это, в общем-то, мирный народ, народ с богатыми культурными традициями, с такой замечательной столицей и так дальше. И я рада, что я могу это делать. Очень трогательная встреча была у меня однажды, совсем недавно, в апреле этого года, в глубинке Франции. Я была в Северной Франции, так получилось, что меня позвали выступить в школу. Это были лицейские классы, это были дети по 15 лет. И вдруг эти самые дети, вместо того, чтобы слушать мое выступление, они сами устроили представление и показали мне минут на 15, наверное, такой небольшую постановку о татарах. Они спели какие-то татарские мелодии, изобразили танец на татарскую мелодию, показали виды Казани, рассказали о том, как раскулачивали татар. И вот я это слушала, сидя во Франции, в какой-то деревне французской, и мне это рассказывали школьники на французском. То есть мне совершенно это было жутко трогательно, и при этом совершенно необычно. Вот такое тоже бывает. Поэтому я рада, что у меня такая возможность есть. Вот та Зулейха, которая в книге, очевидно, что она вам родная. А та Зулейха, которая в фильме, вы успели ее полюбить? Да, спасибо. Очень хороший вопрос. Я видела действительно фильм, но это не финальная версия. Это то, что можно назвать режиссерской версией. Это тот материал, который режиссер скомпоновал так, как ему кажется правильным, и который близок, наверное, к финальному варианту, но это еще не финальный вариант. Поэтому я очень осторожно сейчас рассказываю. Я рассказываю о своих впечатлениях о режиссерской версии. Эта версия мне очень понравилась. Особенно мне понравилась первая серия. Просто потому, что это пахнет большим кино. Это не пахнет сериалом плохим, в которых, мы знаем, огромное количество действий существует. Это не пахнет даже средним сериалом, это пахнет большим метром, полным метром, то есть большим кино. Режиссер Егор Анашкин позволил себе многие вещи, которые позволяют режиссеру большого кино. Он себе позволил сделать сцены длинные, молчаливые, где нет слов. Он позволил себе заставить героиню главную молчать всю первую серию. Чулпан Хаматова произносит единственное слово за первую серию. Какое, я вам не скажу. Чулпан Хаматова, Зулейха, общается всю первую серию со своим мужем Муртазой. Его, кстати, играет Рамиль Сабитов, возможно, вы его знаете. Она общается глазами. И это тоже очень смело для режиссера телевизионного. И для телевизионного канала это смело. Просто потому, что законы сериала предполагают много говорения, много диалогов, много реплик, чтобы можно было даже особо не глядя на экран, так поглядывая иногда, слушать то, что происходит, и считывать происходящее, смысл происходящего. Много сделано того в фильме, что действительно является инструментарием большого кино. Мне это очень радостно, я была удивлена это увидеть. Я сразу просто сняла шляпу перед Егором и просто моментально полюбила его еще больше. Я его и так любила, но полюбила еще больше. И я, конечно, очень надеюсь, что все-таки это останется так в фильме. Я говорю очень осторожно, потому что мы все понимаем, это большой канал, у него есть рейтинги должны быть, и эти рейтинги важны, ну и так дальше. Поэтому где именно случится пересечение желаний режиссера, представления режиссера о прекрасном, представления канала о том, что должно быть на экране, я пока не знаю. Но вот мы сейчас увидим здесь в Казани первую серию, обещают показать ее завтра, и предположу, что это будет первая серия, снятая, смонтированная режиссерски. Я предположу, что это будет то самое, что я видела, без особых изменений еще, и это, видимо, тот вариант, который к которому я сейчас вот так вот восторженно, о котором отзываюсь. Так что тот материал, который я видела, он совершенно точно имеет, мне кажется, все шансы стать самостоятельным произведением. Материал прекрасный. Если он будет слегка крепче сбит, значит он будет крепче сбит. Немножко туже как-то, если там завязаны все эти какие-то узлы, как-то более динамично смонтирована сцена, значит это так и будет. Пока это смонтировано очень по-взрослому, очень длинно, серьезно, без желания понравиться зрителю. Это очень важно. Это означает также и уважение к зрителю. То есть режиссер не боится сделать взрослое, серьезное кино, доверяет зрителю, режиссер верит, что зритель такой фильм готов смотреть. Значит, что касается Зулейхи, героини, то, в общем-то, здесь образ Чулпан
Чулпан он был со мной достаточно долго, просто потому что фильм изначально был написан, не фильм, история о Зулихе была написана как фильм, как сценарий. Ну и, собственно, тогда уже возникла фигура Чулпан, образ Чулпан как такой, знаете, dreamcast, такое профессиональное выражение, то есть некое представление сценариста о том, кто мог бы сыграть из известных актеров в фильме. И вот тогда, на этапе обсуждения возможных героев, возможных исполнителей ролей, возник образ Чулпан, поэтому, собственно, для меня здесь была одна только возможность, это Чулпан, я об этом рассказывала. Я рада, что Кадал тоже увидел Чулпан в этом образе, я рада, что Чулпан согласилась. Я знаю, что она согласилась не сразу, а почитав только сценарий, то есть поняв, что сценарий не искажает историю, не превращает ее в такую, любовную какую-то такую мелодраму, да, на фоне далекого исторических событий. Так что я рада, что звезды сошлись, но не только Чулпан еще в этом фильме. Тут есть вообще блестящий актерский состав, есть Юлия Пересиль в роли русской женщины Настасьи, есть Сергей Маковецкий в роли доктора Лейбы, есть Роза Хайруллина, есть, кстати, в одной из второстепенных ролей Роман Козак. Возможно, вы помните такого отличного актера. Он в свое время играл в Качаловском театре. Да, вы киваете, наверное, помните его. По-моему, блестящий актер совершенно. Он сыграл второстепенную роль такого начальника из НКВД. Вот. Есть Роман Мадянов, на самом деле. Есть Рамиль Сабитов. То есть состав, конечно, актерский просто блестящий. Ему может позавидовать любой полный метр совершенно точно, не говоря уже вот о таком сериале. Ответ шуточный. У меня есть замечательная свекровь, она акушер-гинеколог, прекрасная. Цитирует меня замечательно по всем вопросам, касающимся деторождения. Это ответ шуточный, ответ серьезный. Обе истории длинные, обе истории на много лет. Поэтому здесь, конечно, описывая такую длинную историю, мне кажется, уйти от темы деторождения, это было бы, наверное, не то чтобы сложно, но вот в моем случае оно так и сложилось, что и у Зулихи, и у Якова Ивановича Баха появляются дети. Просто потому что длинная очень история, и это то, что дает им новый импульс к жизни. Это то, что меняет героя очень сильно. В случае с Зулихой Рода находится ровно посередине книги, и она, родив этого ребенка, перерождается к жизни. В общем-то, она отказывается от мысли о смерти, которая постоянно с ней вместе, первую половину книги. В случае со вторым героем это похоже, может быть, в чем-то, но это такой совершенно новый импульс к жизни героя, который дает ему эту траекторию развития на все эти годы ближайшие, и, собственно, то, что определяет его жизнь. Поэтому в обоих случаях это как-то мне показалось важным, нужным, я не смогла бы уйти. Обе сцены рождения прописаны с тщательной консультацией акушера-гинеколога, и правда, действительно, здесь я совершенно спокойна, моя совесть чиста, писательская, в том смысле, что описаны очень конкретные акушерские ситуации. Здесь касается одного народа, вторая книга касается другого народа. Все это малые народы. Значит, эта тема для вас близка? Спасибо. Называть татар малым народом, как-то вот у меня язык, наверное, сейчас не повернется. На самом деле, что касается вот первой истории, первого романа, да, это часть своей семейной истории, истории моей бабушки, которая побывала в сибирской ссылке ребенком, там выросла, и она вот, наверное, про образ Юсуфа как-то вот так вот можно ее назвать. Поэтому, да, семейная история вдохновила вот именно об этом писать. Очень хотелось разобраться в том, что происходило в кулацкой ссылке тогда, в 30-е годы в Сибири. Что же касается второй истории, второго романа, то здесь для меня всегда тема немцев, немецкого была близкой. Мой дедушка учитель немецкого языка, и как-то я с детства эти немецкие слова слышала, учила сама в школе немецкий, поступала потом уже на ИНЯС и общалась много с немецкими коллегами. Но в начале жизни, как-то в детстве, я предполагала, что немецкое Германия где-то совершенно далеко. Это был мир за железным занавесом, совершенно непонятно было, где это, на какой другой планете практически находилась, как вдруг в старшей школе, это было уже, получается, в 90-е годы, нам стали рассказывать о том, что когда-то была еще и очень большая немецкая Казань.
Вот это вот осознание того, что здесь, вот в этом городе, где я выросла, в этом центре, где вот прошло все детство, было очень большое число немцев, и они не только жили, они на самом деле были профессурой, это были профессора, это были архитекторы, это были скульпторы, это были аптекари, это были врачи. И это был огромный вклад вообще просто во все Казанское, в Казанский университет. Мы все там помним с вами Карла Фукса и другие имена помним. Вот это все меня совершенно поразило. И это было таким вот открытием тогда первым, что, оказывается, немецкое было рядом. А позже я, конечно, стала изучать и поднимать эти цифры какие-то. Но вот удивительные цифры совершенно. 1906 год. Количество лютеран в приходе лютеранской кирхи, это которая Карл Маркс 26, мы все знаем, их было более 1000 человек. А немцы вообще целиком составляли почти процент от жителей Казани, потому что численность Казани, численность населения тогда была порядка 150 тысяч. Да? То есть почти процент были немцы. 1926 год. Спустя ровно 20 лет этих прихожан остается всего 53 человека. То есть вот за эти 20 лет немцы покинули их, вымыло отсюда, все уехали отсюда. И, собственно, вот, Казань немецкая осталась очень мало ее осталось. Вот это все, конечно, очень сильно меня волновало тогда. Ну и позже, когда я решила уже писать второй роман, я поняла, что тема, которая волнует достаточно давно. И поехала я в Поволжье, именно туда, вот, где была, собственно, сердце было немецкой, Волго-Немецкой республики, Саратов, Энгельс, Маркс. Там этих следов немецких тоже очень мало. И вот этот протест против того, что забыто немецкое, что его практически не осталось только по музеям, в диссертациях осталось, там, в книжках каких-то, этот протест, конечно, он меня и как-то подбодрил и, наверное, вдохновил, можно сказать так. Поэтому вот так. А что касается немцев здесь, в Казани, то даже удивительный факт. Первое водительское удостоверение в Казани было выдано немцу, его звали Филипп Рудольф, 1912 год. То есть даже такие вот мелочи, уж не говоря о бренингах, не говоря о профессуре университетской, первый библиотекарь Казанского университета, немец Максимилиан Шторм. Его последователи тоже немцы, профессор славистики Карл Фокт, профессор востоковедения потом был, да, Борхер, по-моему, была его фамилия, ну и так дальше. То есть очень много фамилий, и все немецкие, и, в общем-то, это все как-то вот оказалось, что совсем рядом. Вот это было, конечно, важно. Ваши герои, вы носители, в начале романа, носители татарской, например, идентичности и немецкой, да? Но по ходу произведения, по ходу сюжета, мне кажется, на первый план входит идентичность материнская у Зулихи и отцовская у Баха, да? Вот, как вы считаете, так ли это? Является ли это идентичность для героев ведущей? Отказываются ли они от национальной идентичности? Спасибо, это очень интересный вопрос. Здесь, если можно, я отвечу не за героев, как вы спросили, а все-таки за автора, как за себя. Для меня было важно, оба романа, и здорово, что вы это как-то так рассказали сейчас, и только уловили. Для меня было очень важно вот именно так и построить, чтобы начиналось как национальное, а потом переходило в общечеловеческое. И я так строила первый роман, там даже более явно, может быть, сделано, потому что там есть еще и татарская лексика, которая там вкрапление есть, там есть татарский быт, который потом исчезает. Но и в случае со вторым романом точно так же. Мне хотелось, чтобы это вот национальное поначалу было ярким, было интересным, чтобы его было много, а потом, чтобы все же эта история перешла в историю общечеловеческую. Поэтому здесь я исходила скорее не из героев, а исходила из такой вот, авторской задумки, что ли, из такой вот концепции показать через национальное, а потом выйти все-таки к общечеловеческому. Вот такой был замысел. Это очень важный вопрос про источники. И на самом деле с источниками я работала больше даже и во втором случае, просто потому что в первом я какие-то вещи знала из детства. И то, что касается татарского дома, вот я рассказывала, в общем-то, это то, что я видела с детства, я это помнила, мне не приходилось начитывать дополнительно. А в случае со вторым романом «Дети мои», вот тут действительно я очень боялась сесть в лужу, я очень боялась попасть в просак из-за каких-нибудь мелочей. Поэтому я штудировала матчасть очень тщательно.
я читала тексты, написанные самими жителями Советской и Немецкой Республики. То есть только первоисточники я брала. Не воспоминания внуков о том, как там что-то когда-то было, а именно первоисточники, именно тексты тех, кто жил тогда сам. Я смотрела фильмы. Был фильм, это громко сказано, один фильм на самом деле был. Я его раскопала, и в итоге он мне очень много дал. Фильм, снятый, художественный фильм, снятый в 1927 году на студии Немкино в Саратове. Это фильм, где снимались немецкие колхозники, советские немецкие колхозники. Фильм, снятый в обычном немецком селе, в колонии на Волге. Мариенталь, да. То есть я смотрела на то, что есть, и описывала то, что я вижу в кадре. Примерно. Дальше еще одним источником важным были, конечно, диссертации. Их очень много на тему немецкого Поволжья. Диссертации всяческие разные, и исторические там были, конечно, но были и, допустим, филологические какие-то моменты. Дальше, конечно, были важны очень музеи. То есть я ходила по этим музеям, это вот Энгельс, Маркс, великолепный совершенно музей, и там в этих музеях эти предметы я щупать не могла, потому что стекло, но я совершенно точно вот прям предметно изучала, фотографировала и так дальше. То есть старалась как можно больше посмотреть, изучить. Вошло в текст далеко не все, просто потому что невозможно утопить читателя в деталях. И так уже вторая книга, она вот грешит вот этим вот обилием материалов. Вот так хотелось все это рассказать, но я понимаю, что там его много. Всех этих наличников, кружавчиков, этого всего там много. Вот. А был-то материал еще и больше. Да, еще книжки выписывала из-за рубежа. Выписывала книжки в библиотек Вены и Мюнхена. Это были книги, написанные, собственно, теми, кто бежал из Немецкой Республики и в мемуарах описывал свою жизнь в немецком Поволжье до революции. Книги изданы на немецком, в Германии уже, и заказать их можно было только там, то есть у нас их не было в наших фондах в Москве. Я совершенно счастлива, что первая постановка «Зулихи» случилась на сцене Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури. Я совершенно счастлива, что Айрат Абушахманов за это взялся и сделал. Он сделал это очень здорово. Я не понимала совершенно, как можно упаковать сюжет вот в эти, ну там почти 3, получается, часа. Я когда начала смотреть, у меня было ощущение, что я мчусь на какой-то скоростной машине по знакомым местам, и просто места вот так вот мелькают мимо меня, и то, что расписано в книге на несколько, на многие страницы, проносится там за секунды на сцене. Вот это действительно очень умелый ход, мне кажется, очень профессиональный ход, плюс этот спектакль совершенно режиссерский. Там столько режиссерских находок, замечательных совершенно, что он живет. Вот он живет как отдельное самостоятельное произведение. Да, там есть, конечно, тексты книги, да, сюжет взят из книги, но это совершенно режиссерское решение. И это решение, по-моему, блестящее. Я когда смотрела спектакль первый раз, я первое действие так немножко пыталась понять, как и что, потом меня захватило. Когда смотрела второй, это уже повторно, я понимала гораздо больше. Это тот спектакль, который, мне кажется, нужно смотреть, может быть, несколько раз. Даже я как автор, вот я была не готова с первого раза понять все, что было заложено. Вот. Поэтому здесь могу только еще лишний раз высказать свою благодарность Айрату. Я видела его работы предыдущие, и это очень хорошая работа. Я понимала, что он умеет работать с этнографическим материалом, что он очень бережно к этому относится. Я понимала, что режиссер при этом современный, то есть не пыльный, а вот именно современный. И вот эта вот грань между традиционным и современным, мне кажется, что в «Зулейхе» соблюдена очень здорово, очень здорово. Спасибо. И я рада, что они взяли «Золотую маску». Я просто вот за них болела, и из всех сил вот раз, и выдали, то есть, ну, я совершенно рада. Так случилось, что, ну, в любом случае, год назад, во время командировки в Японию, мы познакомились с очень милой дамой, которая там переводит Зулейху на японский язык. Ох, как Да. И она нам теперь бесконечно пишет письма, интересуясь вот рядом деталей, контекстом. Что Да, вам вот. ты пишешь? Не знаю, она же не Хотим переводчик. после встречи договоримся. Можно я последний вопрос вам переадресую? Да, вот она очень такая вдумчивая барышня. И она обратила внимание на очень много таких цифровых нумерологических совпадений. Вот, например, 30 лет Зулейхе, да, 30-й год начала действия, 30 там жителей первой в Семруке, там 4 дочери, 4 ангела.
И вот ей принципиально важно знать, имеется ли в этом какой-то вот значимый подтекст. И черный шатер еще очень беспокоит. Да? Имеет ли это какое-то значение такое метафизическое, либо это как-то связано вот с особенностями национального быта? Спасибо, да. Здесь на самом деле на полном серьезе я с переводчиками общаюсь, если они на меня выходят. Если они как-то вот не выходят на меня, то я их просто могу не знать. Вы совершенно спокойно можете дать ей мой адрес, если она общается по-русски или по-английски. По-русски, общается. Потому что переводчик, господи, что я говорю глупости. И я совершенно готова вот общаться, и мы так и делали на самом деле. Больше того, когда уже общаешься с переводчиками, мне это подсказали такой ход, собирается некий файл из вопросов разных переводчиков. В итоге тому, кто приступает к переводу, не нужно заново те же самые вопросы задавать, некоторые есть в тексте уже отвечены. Поэтому я готова отвечать. Вопросов про нумерологию не было таких вот. Здесь в каких-то случаях есть смысл заложенный, конечно, в каких-то случаях его нет, это просто совпадение. То есть здесь нужно разбираться уже вот с каждым отдельным случаем. А черный шатер это просто красиво, это просто образ того, что есть нечто накрытое очень плотно, внутри которого может происходить все, что угодно. Черное, поэтому скрывает в себе все, что можно себе представить, поэтому черное. Но никак не связано ни с чем метафизическим.